Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 23 по 29 марта 2020 года для Девы. Будем делать прогноз на метафорической колоде, цыганской и на Таро. Основные события на Таро посмотрим. Итак, основные события для Девы на эту неделю. Замечательная карта «Четверка жезлов». Побеждаем помаленьку. Отношения, работа, финансы. Добавим карт из колоды цыганской. 3 карты на отношения дополнительные. 3 карты на работу. И 2 карты на финансы. Так, основная карта «Четверка жезлов» на неделю для Девы говорит о том, что вы достигаете какого-то успеха очень значимого на этой неделе. И очень, в принципе, довольны тем, что происходит. Четверка жезлов вообще карта у нас праздников, свадеб, каких-то очень важных, ярких мероприятий, связанных с домом, с семьей, с близкими людьми, с победами на работе, назначениями на новые должности. Да? Это карта, когда мы достигли чего-то и можем какое-то время расслабиться и пожить спокойно, когда нам комфортно, когда мы в кругу своих близких, друзей и так далее. Эта карта говорит о том, что вы приложили усилия и вот заслужили то, что имеете. Поэтому можете гордиться собой, да, имеете право. Вот такое ощущение собственного достоинства будет. Для отношений выпадает королева мечей. И в дополнение к тем, кто в поиске партнера, двойка пиковая. Эта карта говорит о том, что вполне возможно вы можете покончить со своим одиночеством. Двойка пиковая – это карта, которая что-то прекращает. Кроме того, она связана также с мыслями, со словами, да. Может быть, вам нужно будет ответить человеку, которого вы встретите, да или нет, да, будем мы вместе, не будем. То есть, может быть, нужно будет принять какое-то важное решение, которое будет дальше вам, ну, как сказать, определять вашу судьбу. То есть здесь партнер, скорее всего, даже предложит, скорее всего, какие-то отношения. Может быть, вместе жить, да. Может быть, даже для кого-то это предложение руки и сердца. Вполне возможно. А может быть, вы просто познакомитесь в каких-то судах. Или, может быть, познакомитесь, оформляя какие-то юридические документы. Либо на консультации на какой-то, да, можете познакомиться. Для тех, у кого пара есть, пятерка червовая в дополнение говорит о том, что вас очень расстраивает что-то в поведении партнера. То ли он что-то грубое, резкое вам сказал, то ли он не выполняет какие-то обязательства, которые на себя взял, то ли как-то несправедливо к вам отнесся, да, то есть и вы сконцентрированы на том, чтобы как-то, ну, упиваться своим вот этим ощущением, да, вот что меня обидели, что мне тяжело, что мне плохо. Карты говорят о том, что это нужно прекратить. Нужно, конечно же, поговорить, нужно обязательно выяснить все, но спокойно, с холодным сердцем, да. И карта говорит о том, вот основная у нас карта, да, она говорит о том, что вы можете договориться, и ваши отношения стабилизируются, и, может быть, даже станут лучше, выйдут на новый, на какой-то уровень. Может быть, кто-то из дев, допустим, живут вместе, да, без брака, и партнер никак не делает предложение, да, и вот вы переживаете из-за этого, так стоит поговорить, просто поговорить, и вопрос может решиться действительно.
Для тех, кто в ссоре, выпадает Джокер, дополнительная карта. И здесь может быть непредсказуемые последствия, если вы начнете разговаривать с партнером, захотите помириться, то здесь отношения могут либо оборваться, либо начаться заново. Но в любом случае вот эта карта показывает, что ваш партнер пока что не настроен на серьезные отношения. Он хочет свободы, он хочет, может быть, даже новых каких-то отношений. И поэтому ваши слова пока что они покажутся ему, ну, как бы лишними, да. Они его даже не расстроят. Поэтому вот стоит подождать. Вот это все-таки не та неделя, когда нужно говорить о важном. Может быть, просто какое-то время должно пройти, чтобы этот человек начал серьезно мыслить, оценил ситуацию, да, понял, что вы справедливо, может быть, сказали ему те слова, которые, из-за которых вы поссорились. Для работы выпадает паж Пентаклей. Карта говорит о том, что возможно получение каких-то денег, небольших, возможно, пока. Может быть, здесь для кого-то будет новая работа, да, когда вы входите в курс дела. Может быть, вам потребуется помощник на работе, может быть, вы будете кому-то помогать. То есть вопросы помощи тоже здесь встают. Но вообще карта, когда вы действуете до результата, когда вы очень стараетесь, когда вы как бы не даете себе никаких поблажек. Для вас главное не показать себя с красивой стороны, а именно вот научиться профессионально что-то делать. А для тех, кто в поиске работы, четверка червовая говорит о том, что, возможно, вам будет очень нравиться та работа, которая вот у вас сейчас есть, вернее, которую вам предлагают. И пусть даже это... Вот вы же в поиске работы находитесь, да? Может быть, это не такая большая зарплата, может быть, вам еще нужно будет, как-то подрасти на этой работе, но уже сейчас вы будете радоваться, когда будете этим делом заниматься. То есть, если будет такое предложение, может быть, по финансам вас не очень устраивает, но есть рост дальнейший, вот есть возможность учиться, нужно на нее соглашаться. Если предлагают там удаленно, допустим, поработать, тоже можно соглашаться. Для тех, кто работает, девятка бубновая говорит о том, что какое-то либо направление вашей деятельности закрывается и новое начинается. Может быть, вы, допустим, начинаете вот в той же самой сфере, но какое-то новое направление, и вам там тоже нужно учиться. Вы еще не чувствуете себя в нем таким уж прям профессионалом, да. Может быть, вам нужно будет какое-то время для того, чтобы научиться, да, чему-то. То есть, но в любом случае сейчас что-то для вас заканчивается. Может заканчиваться какой-то проект важный, может заканчиваться вот то время, которое вы в какой-то должности проработали, да, и у вас новая, может быть, должность, а может быть, даже вы думаете вообще на другую работу переходить. Вот все вот на этой неделе как-то кардинально меняется для вас. Вот судя по четверке жезлов, скорее всего, вы просто какой-то цели своей добились и теперь вот думаете, как вам что-то новое начать. Может быть, в той же самой сфере, да, может быть, не такая уж тут большая перемена глобальная, может быть, просто какое-то важное для вас дело окончено. Для тех, у кого свое дело, двойка червовая говорит о том, что, скорее всего, к вам на помощь придет человек, может быть, друг, может быть, партнер, который либо финансовую помощь окажет, либо поможет в профессиональной деятельности, либо вы захотите заключить с ним договор, вот именно о совместной деятельности. Карта говорит, что это очень хорошо и выгодно, и в дальнейшем принесет вам большие результаты. Пока что, может быть, это покажется не очень прибыльным чем-то, да, может быть, нужно привыкать, притираться и так далее, но вам в любом случае это на пользу окажется. Кроме того, партнеры могут, клиенты могут новые приходить, очень хорошие могут быть соглашения надолго, и даже если сейчас они не так много денег
денег вам приносит, а впоследствии, может быть, будет больше. Может быть, вот детскими там вещами, питанием, одеждой и так далее, вот вы занимаетесь, если тоже очень хорошая удача у вас в этом направлении. Финансы для дев. Выпадает карта семерка старшего аркана, колесница. И здесь, скорее всего, будут либо какие-то события разворачиваться в финансовой сфере, которые в ближайшее время вам принесут хорошие деньги, либо вы найдете выход из какой-то сложной ситуации финансовой, критической, да, и вы сможете действительно как бы не потерять деньги, а увеличить их. Здесь, смотрите, для тех, кто работает, король трефовый выпадает, вот здесь вот могут быть некоторые потери первое время, да, может быть просто откладывается, допустим, получение денег, либо, может быть, какие-то ошибки вот в расчетах, да, может быть, неправильно вам начислили что-то, но в любом случае здесь вот можно разобраться и вопрос решить, то есть выход есть. Для тех, кто работает, для тех, у кого свое дело, король пиковый говорит о том, что, скорее всего, ваша финансовая ситуация будет ограничена там властями, тем, что происходит в государстве, какими-то законами, но вы находите выход. Если у вас есть какие-то помощники, которые вот либо во власти, да, в государственных структурах, вот они могут вам помочь. Кроме того, здесь просто может время какое-то пройдет, может быть, будет какое-то предложение для вас. И если вы им воспользуетесь, то сможете найти выход из ситуации. Вот именно на этой неделе это может произойти. Здесь у нас старший аркан, поэтому здесь, конечно же, влияние именно судьбы, общества, государства, людей, которые при власти и так далее. Но в любом случае, смотрите, это всегда карта выхода. И партнерство, то есть в одиночку не надо справляться, нужно обязательно искать людей, которые либо в таком же положении находятся, либо искать тех, кто может вам помочь, кто обладает властью, да, и этот вопрос решится. Но вообще вот эта карта очень как бы хороших денег, но не сейчас, то есть может быть задержка какая-то с опозданием, да, в ближайшее время вопрос с финансами будет решен. Совет для дев на эту неделю. Так, замечательная карта в совет. Она говорит о том, что вы действительно будете на этой неделе иметь возможности исполнить какие-то важные свои желания. Можете получить доход, либо это может быть в отдалении, то есть вот как по этой карте, да, то есть вы уже можете ситуацию начать, но получить доход вы можете немного после. Но здесь может быть несколько источников таких дохода, да. Кроме того, можете реализовать какие-то свои важные цели, желания, которые, может быть, давно хотели. Посмотрите, тут девочка на вершине горы. То есть гора – это как бы наши максимальные какие-то желания, мечты. То есть что-то из этого можно осуществить. Но самое главное – наши действия. Да? Если мы предпринимаем действия, если мы забрались на гору и протянули руку хотя бы, то уже мы можем получить свое. То есть в любом случае какие-то минимальные действия мы должны совершать. То есть это непростая удача. Все-таки это удача, которая идет в руки только вслед за нашими действиями, за нашим решением сделать что-то для себя, осуществить то, чего мы давно хотели. Кстати, вот если у вас есть какая-то мечта, давняя цель, о которой вы думали вот в ближайшее время, вот есть возможность начать ее осуществлять. Либо решить, по крайней мере, как вы это будете делать. Вот вы поймете, как вам осуществить желаемое. Друзья, желаю вам всего самого замечательного. Желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго. До новых встреч.